Сегодня интервью мне согласился дать военный деятель Соединенных Штатов Америки, капитан первого ранга в отставке Гарри Табах. Здравствуйте. Спасибо большое, что Здравствуйте. уделили мне время. Я хотела бы сегодня поговорить с вами о России. Вы были какое-то время представителем НАТО в Москве. И должны были там заметить, вот когда Россия стала такой агрессивной, когда она прошла эту точку невозврата, при которой она своих бывших братьев стала бомбить. Ну, я не знаю, я не историк, не философ, я вообще, не могу сказать, что я там человек ученый какой-то или даже интеллектуал. Да, поэтому это вопрос больше к историкам и к людям, которые занимаются такими вопросами. Я думаю, что Россия, мое личное субъективное мнение, Россия всегда такой была. Любая страна, которая имеет такую огромную территорию, это экспанский менталитет, она все время должна завоевывать какие-то новые территории, новые территории, чтобы быть империей, чтобы владеть народами этих территорий. Я не знаю, наверное, из той истории, что я знаю, наверное, началось там с Ивана Грозного. И поэтому в России всегда такой менталитет среднего человека. Если спросите, кого они там из царей знают, это обычно Иван Грозный, Екатерина Великая, Петр I, Сталин, а там какие-нибудь Павлы или Николай, это все были слабаки. Да, Сталин сейчас один из самых любимых исторических героев России, к сожалению. Да. Да. И вот смотрите, вот вы как военный, когда Советский Союз распался, у России ведь был шанс стать страной, которую уважают соседи, стать страной, к союзу с которой стремятся бывшие союзные республики. Мы ведь, по сути, выросли все в одной стране. И сейчас правительства всех вот наших республик, они когда-то вместе учились, когда-то вместе служили, работали. И, естественно, это был очень большой шанс добровольно всем соединиться снова в союз наподобие Евросоюза, например. Вот вы как военный, вот как бы вы могли прокомментировать то, что Россия пошла другим путем? Ведь Иван Грозный тут уже никаким боком не стоит. Тут совершенно... это не первый раз в России такое случается, когда весь мир, цивилизованный мир, считает, что все, Россия встала на правильный путь, надо ей помочь стать с колен там или укрепиться и вот быть частью демократического общества, мирового общества, где будет смена власти, где будет защищаться права человека и все такое. Это было, наверное, при Керенском, наверное, была такая возможность, когда многие из западных стран ринулись в Россию, думали, что они... народ не захотел. Народ захотел обратно в крепостное право, в колхозы, вот в это все. И поэтому большевикам удалось так быстро и легко взять власть в руки и создать лагерь, создать опять крепостное право, и отгородиться от всего мира, вести себя агрессивно по отношению к своим соседям. То же самое произошло в 90-е годы. Я один из вот этих людей, который решил, что да, сейчас вот все, Россия теперь будет нормальная, будет флагман такой для остальных республик, и все за ней потянутся, и будут и даже такие республики, как там Киргизстан, Казахстан, Узбекистан, все они тоже не феодальные уйдут, а будут за Россию вот требовать демократии, требовать жить в цивилизованном современном мире. Но опять не получилось, опять это все ускользнуло, сколько денег было не вбухано туда, сколько людей не старалось. Народ не захотел, народ захотел обратно, там, кроме Грузии, Украины, которые вот сопротивляются в ущерб себе, в ущерб уровню жизни, в ущерб многого всего, но пытаются все-таки быть частью цивилизованного мира. И даже такие страны, как там Казахстан, Узбекистан, и даже Белоруссия в какой-то степени тоже сопротивляются. Там есть
оппозиции, там есть люди, которые пытаются сопротивляться, но вот у России как-то не получается почему-то. Да, это, конечно, очень печально. И я, как русская, не могу понять, я выросла на идеалах интернационализма. А вдруг получается, что в России только говорят черножопые, понаехали тут и все прочее, при том, что Ну, все эти республики удерживают силы. да, это очень, к Ой, сожалению, таково. Я это наблюдал в России очень часто. И, конечно, чтобы дискредитировать кого-то, это сразу там ему приклеит там еврей, там, ну и Путин будет евреем в какой-то, и Ельцин там. Очень легко приклеить. Я еврей, поэтому мне легко, нам повезло, у нас нету интернационала или какого-то братского народа, да. Поэтому нам чуть легче, нам опять повезло в этом. Но я очень удивлялся, потому что у меня папа был во время войны эвакуации в Узбекистане, а мама была во время эвакуации в Казахстане. И вот о этих людях они всегда отзывались очень тепло. Они говорили, что они их приняли там, что их никогда не унижали. Ну, были инциденты, конечно, там уроды везде есть, но в общем это были такие гостеприимные люди, которые делились с русскими, с евреями, с украинцами, люди, которые бежали там от войны, были эвакуированы. А теперь, конечно, когда я был в Москве, и вот эти там узбеки, таджики, которые работают, которые-то довольно-таки такие милые люди, по-моему, ну, рабочие, приехали, чтобы выжить, заработать что-то себе. И, конечно, над ними вот это называют их неизвительно этими гастарбайтерами, ну, мол, пригнанные на работу рабы. Или там, да, черножопые там. Ну, в общем, оскорбительно к ним относятся как вот, как раз такой с расистским таким оттенком. Знаете, когда у нас в Америке говорят там, что там у чернокожих там расизм, и у нас бунты идут. Я думал, вы бы видели, как в России относятся к людям из Азии, Средней Азии, еще откуда-то. Тогда бы вы поняли, что такое расизм. да. Поэтому это очень странно, да, когда из африканских стран, из Южной Америки, да и из Европы все пытаются попасть в Америку, чернокожие, латинос, готовы там все отдать, только приехать сюда, евреи. И люди бы сюда, в Америку, не ехали, если бы они чувствовали, что здесь расизм или антисемитизм или еще что. Есть, конечно, какие-то отдельные случаи, но это не так, это не... В культуре этого нету, как, допустим, в России. Да. Действительно, вот сколько я общалась с русскими, хотя сама русская, никакого доброго слова о другом народе я не слышала. Там, Ну, послушайте, это понятно. Я тоже никогда не слышал, допустим, там, ну, в некоторых народах есть какие-то там унизительные названия другого народа, но я никогда не слышу, что у каждого народа в русском языке было унизительное имя. Там хохлы, да, чурки, да, пиндосы, да, хачики, там, пшешики, гей-европейцы. В общем, ну, вот на каждого есть унизительные. да, да, да. Я ни в одном народе, ни в одном языке такого не слышал. Там, даже вот в Украине я часто бываю, ну да, могут москалями назвать там кого-то. Но это не традиционно. Ну и, в принципе, больше я не слышал, что у них было какое-то название унизительное Ну, по-украински в какому-то украинцев другому можно народу. понять. На их земле идет война, и войну завязали именно россияне. Ну да. Поэтому любви особой от них ждать нечего. Ну это, Да, да, это у них, да, традиционно. Там они всегда борются с Московией, как они говорят. Это у них исторически сложилось так. Это тоже не вчера произошло. и я еще вот что заметила. Почему-то русским всегда хочется, россиянам в смысле, чтобы другие народы были под ними, чтобы они давлели над кем-то. Это вот тоже какой-то вот, как Ну будто это имперские менталитет страны. фантомные боли. Ну это имперские фантомные боли. У турок это есть. У британцев иногда это тоже высказывается. Любая имперская страна, вот Америка это никогда не была империей, часто ее называют, но Америка никогда не владела чьими-то землями и не собирала налоги с других народов.
Если у нас и есть какая-то чужая земля не на нашем континенте, так это только частица земли, где мы хороним своих солдат, которые воевали там, защищая какую-либо страну, там, будь то Европа, будь то Африка. И еще, вот я постоянно вспоминаю слова Джафара Дудаева, который сказал, что вот вы, когда посчитали, что Чечня – это внутреннее дело России, теперь сами можете оказаться внутренним делом России. Конечно. И Но это после старое, этого много да. стран оказались внутренним делом России. Конечно, конечно. И Это очень... он мудрый человек был, и он решил, и он делал много правильных вещей, и требования его были правильные. Знаете, сегодня у Кадырова намного, в 1000 раз больше, чем Дудаев вообще просил для своего народа. Поэтому, а Кадыров это себе взял в личное намного больше, чем своему народу. Это очень, да, так получилось. Но это еще и древняя еврейская такая вещь. Вы думаете, что это только на евреев распространится, потом это распространится на всех, на нас. Это начинается только с евреев, а потом это переходит на всех остальных. А скажите вот еще, был шанс у Чеченской Республики Ичкерия тогда выиграть, если бы ее признали другие страны? Вот почему ее не признали? Нет, не было. Не было вообще. Не было. Я считаю так, что не было. Ну, потому что бы не признали, потому что никакая страна не признает Почему ее раскол не признали? страны. Потому что таким образом сепаратизм, это все-таки не как это был сепаратизм, это был такой как бы крик сепаратист, чтобы привлечь внимание всего мира, но мир на это, к сожалению, не обращает внимания, потому что никакая страна не поддержит. Тогда надо будет и Украине согласиться с Крымом, тогда Испании надо будет согласиться с Каталонией, тогда Великобритании надо будет или Ирландии согласиться тоже, что у них может какая-то часть страны, то тогда в Канаде это Квебек может отойти, иметь независимость. Ни одна страна это не поддержит, потому что у каждой страны есть какая-то часть ее, которая все время хочет как бы отделиться или хотя бы кричат, что они хотят отделиться, но не... Поэтому если бы это поддержали, то это бы было бы против страны. Поэтому таким образом это никогда с политической точки не поддерживается. А сделать это законно было невозможно, потому что, чтобы это законно сделать, это надо, чтобы прошел референдум. Но не референдум в том смысле, как он произошел в Крыму, там проголосовали, и мы отделились. Таким образом и Кабак может, и Каталония там может, и Нагорный Карабах проголосует, и все отделятся тогда. И Абхазия отделится, и от Грузии нет. Чтобы произошел референдум, это должно быть как вот в Югославии было, когда не только люди в этой стране проводят референдум, но и соседние страны. И те страны, допустим, россияне очень часто говорят, ну в Крыму же прошел референдум, эти люди хотели... Да, ну а у вас в России прошел референдум? Вас, россиян, спросили, хотите вы Крым или нет? А потом референдум должен был пройти в Крыму по всей Украине. Украина согласна, что эта часть ее отойдет, будет независима. И у россиян спросили, или они хотят. Вот когда такой референдум проходит, и все согласны, большинство согласно, тогда да, тогда может организоваться свое государство какое-то отдельное, как это произошло в бывшей Югославии. Заняло 10 лет, но это было сделано в рамках закона. Поэтому никогда бы в Чечне, даже если бы большинство чеченцев проголосовало бы за отделение от России и независимости, то остальная бы Россия этого не признала бы, не проголосовала за это. Ну, поэтому я не думаю, что это когда-нибудь поможет или случится, пока Россия сама не расколется на несколько частей, не развалится на несколько частей, в том числе, что Кавказ отойдет и будет сам по себе. Может быть, какая-то федерация, там Дальний Восток отойдет, к Калининградской области отойдет, там Татарстан отойдет, и они будут, может быть, какой-то конфедерацией или федерацией штатов. А так, конечно, само по себе оно не случится. Но я думаю, что чеченцы, они просто
поняли, что они договориться не смогут, и таким образом думали, что мир обратит на них внимание и поймет. Наверное, это где-то как вот восстание в Варшаве, в гетто, когда там молодые евреи восстали. Они что думали, что они разобьют вермахт, и немецкая армия им сдастся через месяц боев в гетто? Ну, эти ребята, молодые девчонки, мальчишки, решили, что они хотя бы умрут на своих условиях. Если они жить не могут на своих условиях, то они хотя бы умрут не на коленях, а стоя на своих условиях, а не на эсэсовских условиях. Также, я думаю, где-то и чеченцы, они просто восстали, прекрасно понимая, что независимости они не получат, но хотя бы это они будут их принудят к такой жизни, они хотя бы будут сопротивляться, они хотя бы они не рабы, они не крепостные, они хотя бы будут бунтовать. Как вот вы видите теперь судьбу Донбасса? Вот в свете вот ваших слов сейчас. И знаете, опять же, я не политолог, я не человек. Я думаю, что я знаю проблемы, которые могут быть вот с Донбассом и со всем этим. Я не уверен, или украинцы хотят вернуть себе Донбасс, или он им нужен. Я не знаю, это надо будет им самим решать. Я знаю, что это будет очень сложно, потому что, во-первых, надо будет создать инфраструктуру, там отстроить. За какие деньги это будет, потому что там все разрушено. Ну хорошо, может Евросоюз, Америка помогут отстроить там инфраструктуру. Но, допустим, как вы будете обращаться с людьми, которые там? Как Советский Союз обращался с теми, которые были на оккупированных территориях, и это будут второго класса люди? Как вы будете обращаться с людьми, которые вернутся туда, на Донбасс, с Украины? Вы их поддержите в этом? Не знаю. Самое, конечно, будет сложное по мировым стандартам, по мировому праву, международному праву. А как вы будете относиться к людям? Ну, допустим, Донбасс вернулся, и теперь часть Украины. Как вы будете относиться к людям, которые вернутся оттуда из России? 1 миллион человек ушло в Россию. Я уверен, что огромному количеству там им не нравится. И они бы с удовольствием вернулись себе домой на Донбасс. Но они уже российские граждане, они уже как бы предатели. Вот они вернутся, вы с ними как будете? Понятно, там у кого кровь на руках, вы их там арестуете, посадите. А вот люди, обыкновенные люди, как с ними обращаться? Это очень сложно. Это очень сложно. Путин создал ужасную ситуацию политическую, ужасную ситуацию для страны Украины. А самое главное, он создал очень ужасную ситуацию для простых людей, которые там просто жили, растили детей, воспитывали. Куда им деваться, кто они теперь такие, очень сложно будет решить эту проблему. Как вы думаете, вот эта русская весна, у нее была хоть какая-то реальная необходимость в ней, кроме как решить мелкие эти для Путина? Что значит Ну, российская весна? были хоть какие-то вот известные в мировой общественности какие-то угнетения для русскоязычных, какие-то... В Украине? Да, именно вот на Нет, нет. Донбассе и в Крыму, что там Да люди нет. восстали и так страшно Но хотели больше дружить с смотрите, Украиной. я был в Украине и в Киеве, и в Харькове, в Одессе, в Днепре. Там все русскоязычные, там они все говорят по-русски, везде по-русски вывески, все. Там нету людей, которые, ну хорошо, это такие русскоязычные, русскоязычно сформированные города, но я был и во Львове, вот, я же не говорю по-украински, да, я говорю по-русски, вот по всем там параметрам.
я русский, там, я еврей, я американец, в общем, я натовец. Казалось бы, что вся вражеская кровь во мне кипит. Я скажу, что во Львове они к тебе обращались по-украински, но если ты отвечал по-русски, они переходили на русский. Не было, я вот нигде никогда не чувствовал этого, что там какое-то угнетение русскоязычного народа. Там есть, дело все в том, что есть страны, где есть несколько языков официальных. Там, например, там в Канаде 2 языка, французский и английский. Если ты хочешь быть служащим государственным, ты должен уметь обращаться на вот этих 2 языках. Там в Бельгии 3 или 4 языка. Если ты хочешь быть служащим, ты должен знать все эти языки. Ну и есть такие страны, где несколько языков – это официальный язык. Например, в Соединенных Штатах вообще нет официального языка. Никакого. Ни одного. И английский неофициальный язык. Ты можешь на любом языке здесь обращаться и говорить, и заниматься. Это не играет роли. А в Украине вот у них самая, наверное, такая большая, потому что это вот язык, проблема с языком. Потому что язык – это часть человеческой культуры, это твоя культура, твоя религия. Это очень важно для людей. И, конечно, для Украины как державы ей нужен державный язык. Ей нужен язык, особенно вот, потому что она формируется, только эта страна, как держава. Ей нужен державный язык, украинский. Но там многие людей, конечно, чувствуют себя некомфортно по-украински. Они его плохо знают или пишут плохо. Но не родной он им язык. У них там родной язык венгерский, допустим. Или у них у большинства, конечно, родной язык русский. И иногда, я считаю, иногда они чуть-чуть перегибают, конечно, палку, потому что, да, если ты хочешь быть чиновником, военным, там, политиком, чиновником, ты должен знать язык, ты должен знать украинский язык. Это оговорочно. Ты должен его, наверное, знать на каком-то уровне, писать, читать, быть более-менее грамотным. Но если ты хочешь просто смотреть телевизионную программу на русском языке, то должна быть телевизионная программа на русском языке. В Америке у нас есть и на китайском, и на русском, и на украинском телевизионные программы. Смотри, пожалуйста. Но там вот они говорят, что нет, они там до такой степени им надоел вот это, что им навязывают русский язык все время, и что этим он выталкивает украинский язык, потому что большинство, видимо, людей все-таки там все говорят по-русски и все понимают по-русски. Но не все очень хорошо говорят по-украински. Допустим, в Одессе вообще очень мало людей говорит, потому что в Одессе там вообще сброд народа со всего Советского Союза. И там и чеченцы, и евреи, и греки, и узбеки, и кто угодно. И у них один общий язык – это вот этот русский язык. Поэтому там вообще сложности. Вот конечно, это создает такую проблему в Украине языковую. А так я нигде не видел там никаким образом какого-то ущемления. Это европейская страна вообще-то. Украина, она такая, она пытается жить по европейским стандартам. Это видно там повсюду, особенно молодежь. Хотя ситуация там сложная, и экономические, и военная. Но согласитесь, очень мало таких примеров в истории, что война начинается из-за языка. Что вот они так Нет. Я вам могу сказать, что нет. И есть такие, конечно, есть. Это очень большая часть, что иногда может... Я говорю, это как религиозно, это как религия. Это часть культуры, которую человек не хочет менять ни в коем случае. И люди могут из-за языкового барьера переругаться, передраться. Потому что это ты на что-то их очень личное такое наступаешь. В Америке у нас есть люди, которые живут здесь уже там 3-е поколение, 4-е поколение, они только по-испански говорят, по-английски не говорят. И работают, и живут, и лечатся, и учатся, и по-английски не говорят, только по-испански.
скажите теперь еще, почему вот, хотя война уже очень продолжительно идет, 6 лет там, почему ООН не вмешается, почему не ведет туда миротворцев? А, ну, 6 лет это не так долго. В Абхазии она уже 20 лет идет. В Израиле арабские войны уже 70 лет идут, знаете, конфликты эти. Они такие долгоиграющие, такие кровоточащие раны. Чтобы ввести войска ООН, ну, во-первых, ООН, если это не решение проблемы, а может быть даже пролонгирование этой проблемы. Потому что ООН это никогда никакой проблемы не решила в прошлом, и ООН никогда ничего не предотвратила. Вот расскажите мне один конфликт, который ООН разрешила или предотвратила. Бесполезная организация. Ничего не решаешь, только вот бюрократии, только коррупцию она вводит в этом мире. Я не вижу никакого смысла в этой организации более. Может, после войны она имела какой-то смысл. Но чтобы войска ООН вели, миротворческие войска ООН, обе стороны должны согласиться. Обе стороны должны сказать, да, мы хотим, чтобы вот была линия разделения, и чтобы ввели сюда миротворческие войска ООН. Теперь это очень сложно сделать, чтобы две стороны согласились. Во-первых, они должны согласиться состав ООН. Кто будет входить? Будет входить Бангладеш, Пакистан, Уругвай, или будет входить Белоруссия, Россия, Америка. Там. Это очень сложно, вот этот баланс создать, чьи войска там будут. Например, в Абхазии, во время абхазо-грузинского конфликта, было решено ввести, что миротворцами будут россияне, а следить за этим будет вот ООН, международная коалиция. Ну, конечно, не сработало это, да, потому что сразу было видно, что россияне приняли абхазскую сторону и антигрузинскую. И не очень хорошо там это сработало. Ну, а в Украине надо решить, где будет разделение границы, где будут стоять, на какой границе будут стоять войска ООН. Вот самое, так, допустим, мы решили, какой состав там будет, кто это будет, и где они будут располагаться, где будет линия разделения между двумя сторонами. Где сейчас фронт проходит, на территории Украины или на российско-украинской границе. Вот если бы я был украинцем, я бы никогда не согласился, чтобы она проходила между Донецком, ДНР, ЛНР и Украиной. Нет, тогда вот я бы только соглашался, чтобы она проходила между российской и украинской границей. Потому что это наша страна, это наша территория. Нужно ли это украинцам или нет, это уже другой вопрос. Это очень сложные такие вопросы, поэтому это не так просто ввести миротворцев. Очень много там проблем. Вы еще вот смотрите, сейчас как раз упомнили, это грузинский конфликт, абхазский. Потом был грузинско-осетинский конфликт. Вот это все как будто по одному сценарию сделано. Это и сделано по одному сценарию. И украинско-российский конфликт сделан по этому же сценарию. Тут никто ничего нового не придумал. И арабо-израильский конфликт придуман по этому же сценарию. К сожалению, во всех этих сценариях участвует Россия. И она какие-то свои дела тут. Ну, конечно, дела. Это и абхазский, и грузинский, и чеченский, и крымский, и арабо-израильский конфликт, и венесуэльский конфликт. Это все из-за нефти, газа, нефти. Это очень важно для России. Сирийский конфликт. Это все потому, что надо, чтобы нефть была дорогой, чтобы цены на нефть росли.
Если цены на нефть растут, Россия существует. Советский Союз существует. Советский Союз должен был развалиться в 1972 году, потому что нефть была очень дешевая, и Советский Союз обанкротился. Но Советский Союз тогда подогрел палестинцев и арабов всех, дал им огромное количество оружия, чтобы они начали войну с Израилем в 1972 году, в 1973 году. И нефть пошла вверх, цена вскочила, была нехватка нефти, цены выросли, я не помню во сколько раз. И все, и Советский Союз был спасен, у них появились деньги. Да, между прочим, я вот тоже всегда думала, вот, что что-то там было связано именно с Советским Союзом. Потому что сколько и сейчас это связано, потому что почему Нетаньяху все время ездит в Россию и договариваться с Путиным? Потому что он снабжает оружием арабов, обучает палестинцев. Вот, допустим, палестинский вопрос, чтобы решить, все Европа, Америка, Израиль говорят, они должны демилитаризироваться. Палестинцы должны демилитаризироваться, перестать быть боевиками, и тогда можем говорить о создании их государства. Но они этого не делают, потому что они ездят на обучение и получают оружие у России. И Россия им не дает демилитаризироваться. Поэтому все время Нетаньяху приходится туда ездить и договариваться. Особенно он сблизился с Путиным, когда Обама был президентом и не поддерживал Израиль в ООН. Единственный, кто поддерживал Израиль в ООН тогда, как раз был Путин. И поэтому вот они все время это делают, чтобы была какая-то заваруха там, где есть нефть. Понятно. Потому что много это учились из Палестины, из этого в российских вузах и военных вузах. Вот сколько я слышала, очень много офицеров. Да, да. Ну и там были целые лагеря, где обучали террористов в России. Это и кубинцы там обучались, палестинцы, много там из Никарагуа, много там и было. Талибан афганский тоже, создание, как я поняла, российское. Да. Как вы теперь вот считаете, чем закончатся конфликты грузинские, украинские? Вообще есть шанс какой-то, чтобы наконец-то пришел мир на постсоветское пространство? Ну, при Путине точно никакого мира не будет. А как там дальше повернется, я не знаю. Опять же, я не вижу. Но опять же, я не политолог, я не историк, я человек не ученый, поэтому я просто из своего опыта военного я могу сказать, что я не вижу, как это может разрешиться. Это может разрешиться только при том, если Россия расколется на несколько частей. И вот Кавказ там отойдет, и они тогда будут решать свои проблемы. Может, будут автономными, может, будут федеративными какими-то. То же самое с Крымом, то же самое с Абхазией. Когда уже Россия не будет питать и поддерживать эти бандитские, что ли, полубандитские режимы в этих регионах. Огромное спасибо вам за Спасибо вам. беседу. Я надеюсь, мы с вами еще побеседуем. С удовольствием.